Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Приветствую. Здравствуйте. Общались мы как-то с вами. Да, я помню, было дело. Как думаете, что там Зеленский с Трампом? Что там, как ситуация будет развиваться? Есть какие-нибудь мысли? Зайку бросила хозяйка, вкратце скажу. Да, мне кажется, нет. Что-то там хитро все так. Это трамповские амбиции. Дядька привык рулить, как он хочет, а тут вдруг кто-то сказал что-то против. Такое впечатление, что... Утихомирят, прижмут, ногтем прижмут. Не, я сейчас скажу, а потом обсудим. Такая мысль, а почему Трамп в первый свой срок не остановил этот конфликт? У него были все возможности выполнить Минские соглашения, но он же не сделал. Он же решил письками помериться с Путиным. Выгодно было. Да. Было выгодно и Россия заодно не... проверить, настолько ж у нас хорошо все это работает. Не, проверить, насколько мы просядем, не развалились. Теперь, понимая, что конфликт подошел к серьезному, надо как-то с этой ситуации выйти. Он вдруг стал над ней, разрулить, якобы миротворец. Сейчас с Зеленским якобы, знаешь, не хочет мира. Сейчас какую-нибудь провокацию сделать с Путиным. Вроде и Путин не хочет. Я так думаю, Европу погонят на войну. Украинцы заканчиваются, надо же кому-то воевать. Европа не пойдет. Ну, Никогда посмотрим. Европа ради других земель и народов не воевала. Без своих же интересов. А интересов там уже нету. В Европе свои проблемы. Большой приток беженцев, неконтролируемые восстания, путчи, бунты. Вот поэтому и надо хаос. А как Америке выжить? Вторая мировая война, помните же, да? Откуда они поднялись? Все деньги ушли туда, с Европы, Советского Союза. Они очень хорошо жили. А почему Америка сейчас не себя организовать поднимала конфликт? за счет продажи оружия. Америка себя поднимала Вот за счет войны. Совершенно Где верно. война, они Вот. гонят вооружение. И на ту сторону, А представьте, и на другую. да, представьте сейчас глобальный конфликт. Америка опять за лужей, вроде как мы предлагали, мы же миротворцы. Вот тоже замечательная позиция у них будет. Вроде как нас не надо бомбой долбить. Он же так в открыто говорил там. А если вам бомба на голову, да? Или как он говорил, а Третья мировая на носу. Ну, вспомните. Поэтому, да. Вспомните, когда Людмила Павличенко, наша снайперша, которую пригласили в Америку, говорит: ребята, ничего что, я девушка, а вы мужчины. Вы сидите за мной прячетесь? Только тогда, это было всемирное обращение, только тогда открыли второй фронт. Ну, они даже не открыли тогда второй фронт, я помню, 42-й год был, Ну. 43-й. Ну, помогать начали, да, согласен. Да? Помогать начали, да. Ну, опять же, не бесплатно, за деньги все шло. Ну, естественно. Поэтому, И эти все поэтому релизы я... Россия выплачивала до 2014 года. Да. Так она же недавно только закончили выплачивать. Поэтому я так думаю, Трампу нужны деньги. Он же бизнесмен. Откуда будут идти деньги, на той стороне он и будет. Сейчас Россия предложила, как бы, а почему наши месторождения не разрабатывать? Зачем там где-то, где идут боевые действия? У нас вот Красноярск, я как раз Красноярск. А почему бы нас не поработать? Как бы заманивать так технично его туда. Ну, посмотрим. Ну, его надо оторвать от этой всей беды, я так думаю. Если удастся нам его выдернуть, то результат хороший будет. Не удастся, значит, еще повоюем годик-другой. Ну, я так кажется, думаю, не знаю, как-то. Уже не с кем. Да. Мне кажется, не с кем будет воевать. Уже все. Уже там везде в интернете. И вот как они ловят человека с улицы, он вообще не знает. Он автомата ни разу в руках не держал. Куда вы его? Андрей, Что? Как? перебью тебя, извини. Я в любом случае согласен. Даже если мы сейчас остановим боевые действия, все равно это будет плюс. Да. Даже если мы не денацифицировали, не милитаризировали, это плюс в том, если бы они сейчас шли на Москву, разве бы сейчас кто-то с нами разговаривал? Вопрос бы шел только о капитуляции разделе России. Поэтому мы уже победили, в принципе. А если войну остановим, даже на вот этой линии, которая нам, в принципе, невыгодна, у них там гражданская начнется между собой. Там много. Представьте, у них выбор и конфликт. Они же там сейчас все с автоматами бегают, как безумные.
если влез в драку, надо идти до Талова. Мое мнение. до Не, я Талова. согласен, даже, я же говорю, даже если заморозим, Одесса, представь, Николаев, Херсон. Все должно быть. согласен, согласен, здесь вопросов нет. Ну, допустим, остановили. Экономика разрушена, у них выборы, а у них там, знаешь, эти всякие Азовы, там торнадо и всякая хрень, они же там, каждая Давайте частная будем компания воюет. реалистами. Давайте будем реалистами. Да. До 54 года они еще партизанили. Западенцы, вот эти, стрелки латышские. 9 лет. 45 Даже позже они 54 воевали. год. Даже И позже. позже, Даже 56 позже. были времена. Да. Или да, или нет. Нет. Вот если ввязались, то да. Не, я-то полностью согласен до победы, но нас если продавят, мы-то, в принципе, солдаты на фронте победу сделали, нам не проиграть дипломатическую войну, она что же как бы такая, знаете, кто у нас первый на переговорах был, вы же помните, Абрамович переговоры вел, государственный деятель, ну вы понимаете, о чем я говорю, да? Главное там не проиграть теперь, а представьте, останавливают, вот это будет, ой-ой-ой. Не, если остановить будет вообще все нечестно, неправильно, и будет что-то, не знаю. Не, ну даже остановим, а они же там тоже выборы, представь, они там начнут грызться за этот портфель, у них же там стрельба серьезная начнется. Там просто так выборы не пройдут тихо, они объединены только войной. Война остановилась, они воюют друг с другом. За кусок хлеба, так скажем. Наши 90-е лихие, когда рвали портфель. Да. Стреляли в городах, того вальнули, смотришь, ё-моё. Причем на всех уровнях, начиная от чиновников и до дворовых разборок, все стреляли друг в друга. Я 3 брата родных схоронил, нас 5 братьев было, 3 я потерял. 93-й, 91-й и 97-й год. Как раз самый вот это вот был, ну вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому, анархия была. Да, мне это все знакомо. Своей жизнью. Тольятти, Самара, завод своей жизнью. Ой. Да. Везде был смотрящий, ходящий в законе и так далее. Я это все прекрасно помню, все, как это происходило. Вот у них сейчас то же самое будет. У них сейчас эти годы начнутся. Надо отдать должное. Вот у нас был смотрящий за городом. У нас стариков, детей и сирот никто не грабил. Жили у нас был по закону. У нас был Анатолий Петрович Быков, так называемый, сейчас сидит. Кстати, он спортсмен. Он, кстати, всех, вот кто приходили, да, вот эти законники с уголовки и пытались где-то там навести свои законы по понятиям, тоже пресекалось это все. То есть такой, скажем, у него фонд был молодежи, он реально помогал. Больной приди, покажи, что тебе там операция, лечение надо. Он давал деньги там на развитие, на бизнес. Есть как бы, такой, да. Есть. Потом пришел Лебедь и все это дело, как говорится, отжал, отмел. И шоу тут у нас. Это же раздел власти. Есть такой Совершенно канал верно, да. на Ютубе. Есть такой канал Михаил Орский. Посмотрите, грамотный дед такой, мужичок, уже такого возраста, ближе к дедушке. Он рассказал, как он попал в криминал, там, будучи в ГИМО он заканчивал. И он никогда это не пропагандирует. Он говорит, ребят, вот надо было вот так. Ну, было такое время, деваться было некуда. Либо выживаешь ты, либо жирают тебя. Андрей, я скажу так. Можно же, да, так, Андрей, я, можно, наверное, постарше немножко. Конечно, вот, если по-честному взять за 90-е годы, можно и тебя, и меня посадить, грубо говоря, правильно? Легко. Вот если по закону. Легко, копнуть и Слава посадить. богу, телефонов с камерами не было. Только ты с языка снял. Я говорю, хорошо не зафиксировали, да. Можно взять и посадить сразу. Все мы прошли по грани, кому-то повезло, кому-то нет. Как бы все это знакомо. Все. Поэтому, если 90-е пережил, и ты сейчас поднялся к власти, и копнуть любого можно закрыть смело. Поэтому тут как бы вообще без проблем. Да, блин, как бы у меня такого уж шибко такого, не было, хулиганка. Не, да хулиганка, драки, там всякий бизнес такой, это полулегальный, нелегальный, там, да, все это было. Я наркотой в жизни никогда не занимался. Вообще делили, господи, когда били. Да. Я, кстати, не пил, не курил в жизни ни разу, и наркота для меня это табу, и как бы вообще с этим никогда не был связан, да. А всякие другие там темы, всякие, все это молодость. Да люди тогда выживали, сами знаете, как могли. Да, государство как могли. Людей.
Помните же этот бартер, да? Я, например, ехал там в Барнаул, брал масло, вез, например, в Ачинск, сдавал его, с Ачинска брал там какую-нибудь хрень, вез туда. Это так тогда жили так все. Вот так вот. Да-да-да, Это вот этот был фильм по всем дороге. таким, не послать ли Да, по нам дороге гонца, да, ехал. когда бабушка Да, стоит, я это еще... глушителем торгует. Когда Да. не давали зарплату, давали продукцию. Я помню, я на Москву ездил, вот это гусь хрустальный. Все стоят вот эти, либо кукурузные палочки в этих пакетах, там, медведи, фигиди, либо вот эти наборы, стаканы, графины. Чего только не было, да. Продукции выплачивали, а деньги где? Да, я же говорю, Какой, бартеры. блядь? И вот брали что-то, везли туда, оттуда, сюда. Это было прям, ну, это было шоу, так скажем. И Ну, стреляли выстояли, по дороге, выжили. и знал, кому заплатить, на каком посту. Милиционеру тогда еще, чтобы тебя не тронули бандюки на дороге. Было и такое. Да и бандюкам надо было платить и там, и там. И даже на рынок заезжая, тебя встречали, Да. уже знали, кто там, надо к кому обратиться, где встать и заплатить. Да, Это да, все было, да. да, все правильно это было. Да, было такое, Это рука было. руку мыла. Были просто грамотные ребята. Я вот когда ездил в Нижний, там Андрюха был смотрящий за рынком. Я заезжал, он с меня брал полцены с машины. Ну, мы как так состыковались с ним, как бы общались там. На бильярде поиграли. Он говорит, только никому не вздумай сказать, что я с тебя беру полцены, меня тут сожрут. А это, ну это естественно, да. Либо, например, у всех цена стоит такая, и ты чем-то торгуешь, и не дай бог, у тебя там остался последний ящик этого масла слить, а тебе, ну, стоять не хочешь, ты его готов там уже за копейки скинуть, и ты отдаешь и говоришь, не вздумай говорить, что я тебе там за это самое. Я, например, да, у него, например, он 5 ящиков забирает, у меня остается 6. Я говорю, забирай вот за столько, только не скажи, что я за столько отдал, иначе Да, ты просто, ну, не башку ценник уронить. снесут башку сразу, да. Так и было, да, это 90, ценник, да, ты чё? да, Я помню, я 95-й, 4-й год, да. Я с Нижнего выезжал с рынка, да? Андрюха говорит, вот на этой заправке заправляешься, тебя не тронут. Через дорогу заправка, это уже не моя территория. Там тебя могут обуть. Вот на этой заправляйся, тут я решаю. Через дорогу я уже ничего не решаю. Это другой район, другой там. Да, это у меня был случай, по-моему, тоже вот 94-й или 5-й год. Помнишь эти малиновые пиджаки-то? Помнишь, да, вот это ходили все, понятия. Вон Да, где-то висит, зараза. Надо висит, да. Где-то надо поехать к маме. Кстати, прикол. Точно. Спасибо, что напомнили. Вспомнил. Черная рубашка с золотой ниткой. Галстук, селедочка, а лучше такую цепочку. И малину надо у мамы найти поехать. Слушай, цепочку, вот если подождешь минуту, я тебе цепочку принесу как. Да не подождешь, сейчас подожди. Сигареты были длинные, метровые были, не рубленые. Без смысла было. Блин, да мы такие времена пережили, господи. И до сих пор переживаем вообще. Нет, почему-то крест было уже потом. Но опять же в крест это было вложение денег. Тебя если приняли, то мы говорим, вот. 280 грамм. Обалдеть. До сих пор осталось в память о 90-х годах. А этот у меня оберег здесь у меня был. Я же человек как бы верующий, да, тут такой открывался здесь молитва у меня была, ну, чтоб не убили по дороге. А раньше надо было соответствовать, а иначе не поймут тебя. Это был, как вот сейчас, крузер там или Геленваген, тогда вот цепь и малиновый пиджак. Нет, цепь была, это было вложение. Если тебя приняли, мог откупиться цепью от этих всех. Вот я цепь, ты меня не видел, я отсюда искранулся, у меня тут не было. Не, ну у меня печатка была, я печаткой откупался один раз, все правильно напомнили, все правильно, было такое дело. Да, были такие времена. Хотел рассказать историю. Брат в деревне жил, занимался, ну, мясо, хозяйство. Вы не против, если я ролик с вами выставлю? Не против или забыли? Да ради бога. Без проблем. Не выставляю. Я в Красноярск жил, в Красноярске. Он мне говорит, отвези мясо, сдай. Ну, типа, у нас здесь цена в деревне, ну, кругом села, как бы, ну, тяжело продать, да, везде. Это 90 ну, свое подворье, свое хозяйство. Да, тогда все было, да. Я говорю, ну, давай, забивай.
Тогда еще иномарки только-только появлялись. Я, наверное, за первый поехал году, наверное, в 97-м или 8-м на Владивосток. Ну и забивает он мясо, что-то килограмм около 700. Грузим в этот самый... Я первый раз килограмм, наверное, 250-300 отвез на Красноярск, на колхозный рынок. Приезжаю там, ну там все эти... У нас здесь клеймили там через ветеринара, там я все проклеймил. Помню. Подъехал, смотрю, сколько там сдают. А я скидываю, например, на 3-5 рублей. Оптом скинул, раз разобрали. Ну, естественно, потом, видать, там шум прошел, кто такой, что почем. А у брата хозяйство, ну, такое большое, еще по деревне закупал. Он говорит, давай еще раз. Ну, нормально там получается с опта, ну, привожу как бы кучку денег прилично, и мне хватает, и все. Я говорю, ну давай. И что-то на 3-й или 4-й раз забиваем около 700 килограмм. Я гружу опять, у меня 4 была и прицеп. 4, ну сам знаешь, она грузоподъемность и так там под 300. Еще этот прицеп и попер. На Красноярск привожу. И все, сюда опять поднимаю, где клеймят ветеринарку. А смотрю, что-то шумок такие эти пробежали, что-то раз-раз поговорили, убежали. Этот выходит, ветеринар главный, там врач, говорит, так, мясо уничтожается, изымается, у вас там какой-то вирус, ну не вирус, какие-то червяки, типа там все, оно заражено. Я говорю, в смысле заражено? Я к вам с этого стада, говорю, 3 дня назад привез, нормально было, а сейчас это... Он говорит, все, мясо изымается на уничтожение, там, типа, а то сейчас мы еще, типа, отправим, типа, это, еще и у вас дома там всех выбьют, ну, типа, карантин ведут. Но я помню, что, ну, понял, грузят меня, то есть, думаю, что делать, елки-палки, как мясо-то забрали практически. Подхожу к этим Малиновым, говорю, так и так, мужики, такая ситуация. Он, кто, откуда, что, почем, кого знаешь, там сразу, через кого, что там. Да, я говорю, там связь моментальная, это да, уже были. Да. Я говорю, ну, тот. А что, кому там, ну, типа, людей там, типа, ну, дают понять, отблагодарил там, да, я говорю, да все нормально, и как бы поделюсь без проблем. Хоп, поднялся, чик-чик, пару слов, он говорит, ну, типа, уже шум тут прошел, давай, говорит, отсюда выезжай, говорит, он там в другом месте, типа, там примут, ну, надо отстегнуть. Я говорю, да все, без проблем, давай. Не, ну решались проблемы. Вот так и решались вопросы, то есть видят, ты не свой, ты откуда-то приехал, здесь уже свои поставщики, цену ниже роняешь, тебя тут же хлоп и забрали. И все вроде, и вроде все по закону, у тебя зараженное мясо. Тут же подошел, предложил заплатить, мясо стало нормальным. Вот так вот и решались вопросы, елки-палки. У меня знакомый Андрюха, он ездил в Нижний Новгород, у него была Волга 10. Он поставил электрические стеклоподъемники только назад. Волга. 10 простая, не универсал простая. Он приезжает в Нижний, закупает грецкий орех, полный багажник, валом закрывает. Плюс у него уже стояли пневмобаллоны, он поставил в пружины, насосом накачивает, поднял. Ну, чтобы держало, да, чтобы не пробивало. Ставит фанеру, на заднюю дверь, в задний отсек целиком загружает грецким орехом, приезжает в Белград, сдает оптом. Купил дом, построил на этой теме. Купил потом 2 манипулятора, вот эта золотая рука, ну, которую сами на себе. Ну да, воровайки у нас называются. Ну. Все, и сказал, все, я заработал, я буду вот этим бизнесом заниматься. Все, 2 машины, ему хватает, красава. Тройня, кстати, родил 3 пацанов, тройня. 3 одинаковых. Ну у меня близняшки, девчонки, у меня 5 детей, близняшки, вот им сейчас 1 апреля будет 11 лет. У меня тоже 5 детей. Да. Старший на СВО у меня, ну, вообще с рода моего там 5 человек ушло, старшему, чтобы вернулся без всяких яких. Да, ну, потеряли мы уже. В землю. Да все, как бы, они с 22-го заходили туда, года, стояли под Черниговым, все там, в общем, не хочу об этом говорить, как бы. Первые дни это было страшное дело, знаете же, информации никакой не было, 1,5-2 месяца была тишины. Я только смотрел этих украинцев, а там же, ну, сам знаешь, что показывали. Поэтому... Дух соболезновал. Поэтому было трудновато, так скажем. Трудновато было. А я помню, вот это, когда стреляли по Белому дому, да, вот это в советское время. Я на севере. 93-й год. 93-й год. И 2 недели полная информационная блокада. 2 канала, Лебединое озеро. А мы на севере до Якутска 40 минут лететь, ну это где-то 1200, наверное, километров. А с Якутска до Москвы еще 7.
Да я вообще не знаем, что делать, как, что, Да. почем, почему. Куда прилетим? Будет страна, не Всё. будет. Тогда же сам знаете, что происходило. Елки-палки, это вообще жесть. Да, Было дело, было да, дело. да. Было дело, да. Я говорю, наше поколение пережили. Ладно, мы-то, вы-то чуть постарше, там, да, там были. И я вывел такую нашивку. Я пережил там перестройку, да, там, декоммунизацию, ковид первый, миллениум первый, Да, второй, да. третий, блин. Да я это все помню. Перестройка, ускорение, там что там, новое мышление, что там еще это. Это же было вообще, это все в голову вбивали, это катастрофа. Бля. Виноградники все вырубили. Сухой, вот только с языка. Сухой закон. Нахера вы трогали вековые виноградники? Да целую отрасль убили, а куда она ушла? Ты помнишь, как таксисты торговали и цыгане, это паленка, этой спиртягой, этой шмурдяком этим? Люди травились, умирали чуть ли не через день, бляха. Да, да, Вот. да. Это же Ну, женщины деньги. хлопали. Ой, сухой закон, мы пить не будет. Ну да, он раньше пил нормальную водку, да, за 3,17, допустим, да. А потом Нет, пить, 3,62 стоило, по-моему. ну, там по-разному было. А потом начал пить Да. тройной деколон, да? Не, вот смотри, водка, когда ушла с рынка, пришла наркота. Правильно? Пришла наркота, начали нюхать, там, курить, мурить и так далее. Раньше у нас... На севере такого не было. На севере было то ли проблема завести, не было. А были вот эти дихлофосы, моменты, пакеты. А, ну да, да, клей этот, клей, да, я понял, да. БФ клей. В мороз БФ клей замораживали и спирт сливали с него. Все это я помню, знаю, да. Все это было. Да. Ломовка называлась. У нас называлась ломовка. Да, Лом у нас выносят на мороз, обливают Да. водой, И с него стекает, да. на нем налить, опускают в стакан граненый, и этот БФ клей. Вот то, что стекает, то типа якобы спирт. Якобы спирт, да, все правильно. Натравились, столько народу потравилось. Ну, идиотизм. Да, конечно, отравились, но это же, целую отрасль убили. И потом тут же начали Америка печать. что? Тут же Америка Нет, что? вот смотри. Спирт рояль. Технически, не технически. Нет, это уже СССР, когда развоился, рояль пошел. Не, рояль был еще 91 год, я помню точно. Был уже, на севере был. Ну может быть, у нас, Рояль, наверное, попозже Элка был в появился. зеленых бутылках, Элка была в белых бутылках, а Макуник был в пластиковых бутылках. Не, у меня есть до сих пор стоит рояль, потом белая бутылка рояль, потом... нет, синяя бутылка рояль, а алкоголь, белая бутылка здоровая, это литровая или 1,5-литровая, где-то так и стоят у меня с тех времен. А еще этот, помнишь, как его? А вот знаток пишет. Надреев сверло. Да, тоже было, да, Надреев сверло. Да. Знатоки где собрались. Ликеры, помнишь, всякие эти были, потом что там, сангри и так далее, пошли тогда. Был вот китайский какой-то ликер такой, то ли, не помню, то ли лимон, помню, М и О с двумя этими точками сверху. Такая светотень, фу, Вот из этой отрасли ушли деньги, да, они ушли в теневой бизнес, таксистам, цыганям, и начали печатать новые бабки. Помнишь, 200-рублевка пошла первая, это, наверное, год 92-й, по-моему, или 91-й, 200-рублевки первые появились. И потом, как пошло, и так и не остановилось ни хрена. Все это... Да, было времена. На севере как бы не так это было. Во-первых, удаленность места. И поэтому... Да, к вам маленько, туда... Что говорить, моего одноклассника потом приняли. Мешок конопли решил провести, сам летчик на вертолете решил провести. Но приняли и из уважения к его отцу. Отец был авиатор, пролетал всю жизнь в одном аэропорту, и сказали: это мы палим, тебя нахер увольняем с работы, все, и иди. Вот именно только из-за этого не посадили. Так тогда зарабатывали, даже в те времена авиаторы зарабатывали достойно. Тебе что, говорю, мало было денег? Были времена, купить нечего. Деньги есть в кармане, купить нечего. Да, я помню эти пустые полки и прилавки. Если раньше одни консервы, эти скумбрии оставались, да там, что там еще там было?
Ну, помните, пирамидки эти только. А все остальное уходило, ничего не оставалось. А масло это вообще был дефицит. Что подсолнечное, что сливочное, его же вообще не найдешь было. Ёлки-палки. Я ж Я про помню, мясо в вообще деревне, молчу. когда жил в деревне у бабушки, и вот так вот метров 500 стояла маслобойня. Когда начинают семечку бить, масло давить. Какой запах на всю деревню, еще ветерок оттуда. Да, да, это рыжиковое масло давили, да. У нас до сих пор она там есть, и вот, да, вот это маслобойня, рыжик, да. Сеяли его и давили. Оно прям такое ароматное, с картошечкой его, когда это самое. Тихо, 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 слюни. Я помню, на Казани у бабули вот эта деревянная маслобойка, когда на молоко тебе выливает, и ты вот это масло стоишь, сбиваешь. А, это сепаратор Ручка назывался, аж да, такой. блестит. Да, Деревянная, вот это лопасть, это буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да, Баграт, была и водка «Черная смерть», Black Dutch, 70 грамм в железных банках. И были сигареты такие же, Black Dutch. Череп в таком цилиндре. Да, потом что там, ром негра был, там что еще там было, да, Да, всякая что-то фигня там там была. Ну вот это, вот да. это деревенские воспоминания, помню, идешь, все, дед, на рыбалку идем утром. Ленту-то спортивную так поднимаешь, а там этих червей выползков. Банку Да. насобирал литровую. Поперли с дедом. Ну и поплавочек, винная пробочка, спичечка, гаечка какая-то, какой-то крючок ржавый. И ловили же, блин. Да, ловилось, да, все правильно. Сам так же рыбачил. Ты всё, вот да. цеешь, этот, на крючок поплевал? Нет, клевать не буду, поплюй на крючок. На червячка поплевал, хоп. Ну, червячок или хлеб. Хлеб еще, да, скатывали. На хлеб тоже рыбачил. Да. А у деда, помню, сзади огорода был этот. Вот это мак они выращивали. Ну, вот этот. Коробочку возьмешь, потрясешь, а звенит, все, созрел. Вот это. На руку Да. насыпешь. Вот так вот. А потом Так, а мак раньше вот это, значит. в каждом огороде мак рос раньше, он как цветы, его никто и не знал, что это там какой-то опиум с него можно собрать, да, там подсочить, там бинтики, ватки, потом как это пошла эта хрень. А наркоманы же выносили огороды, вы Да, вообще ничего не оставалось. вырезали вот эти коробки. Вырезали все, причем, да, за ночь огород просто чистый, выходишь, нет ничего, все. Мама говорит, все, говорит, ночью кто-то, говорит, харьковал у нас, ну, раньше харька загнать. Я говорю, что случилось? Ну, был там огурцы, там что-нибудь брали. Она говорит, да нет, говорит, весь мак вырвали. Говорю, это хорьки, говорит, такие, что они только то, что надо возьмут, огурцы им не нужны. Понял, Да, выйдешь в было огород, вот так вот глянешь, там речка какая-то маленькая течет, помню, там сети ставят, что-то карася ловили. Да, карась, карп, щука, окунь шел, да, все это Ну, было. щука-окунь, как бы для меня, для северянина, это так. Это. Щука что? Щука это котлеты хорошие. Окунь, ну что, ну филе снял, шкуру содрал. И тоже пойдет 500. Ну, не, ну у нас вот в плане рыбы, я зажратый рыбой, вот как бы ряпушка, нельма, муксун, тугунок, хариус, таймени, все это было. Не, а я когда служил, я рыбу поел. Картошки не было, по картошке нормально скучали. Я когда служил, я на корабле служил 3 года, учебка в Анапе, морчасти погранвойск, РЛС, ПВО, так скажем, называемая, да, на корабле. Ну, антенна крутится, которая. Вот, и после этого нас распределили, и я попал на Каспий, в Баку служить. Вот там я поел и черной икры, и осетрины. У нас в море выходим, холодильник 1,5 тонны с корабля, все нахрен за борт, и все забивается осетриной. И в таких бочках черная икра стоит. Но ее больше 2 ложек не съешь. 2-3, все, ты, ну, черную икру невозможно много съесть. Ее не съешь. Я вот как бы вообще, как бы, ну... Ну, это вот как был этот фильм «Белое солнце пустыни». Ты хотя бы хлеба купила, но не могу ее проклять. Ну, реально, ее нереально столько есть. Ее невозможно есть. Вот кто думает, что черная икра там бешеных денег стоит, она там по 20 тысяч килограмм, да? А ее невозможно есть. Ее вот ложку-2, все, и ты ее не сможешь, тебя организм просто не примет. Нельзя ее много съесть. Красную можно
ну, как бы поесть там, да, под маслица, там, хлебушек, а черная не идет. Она, Года 3 назад мне знакомый с Якутии прислал килограмм красной икры. Именно вот этой заправдошной. Вот без этого, ну, вот прям икрин, как икринки, без этой, вот этого, как желе или как без сказать, пленки, без жира, да, без соплей без этих, я сока, понял. без ничего, да. А у меня холодильник накрылся морозилкой. А куда? Ну, к маме. Мам, говорю, на. Тем более наша северная, заправдошная. И 2 января после Нового года я поехал к брату. Мама звонит, говорит, что ты как? Говорю, нормально, вроде вчера не сильно. Так борщнул. Поехали к Владьке на дом. Говорю, да давай, вызываю такси, поехали. А мы как бы, мы все рядом. И приехали на дом, там брат, там шашлыки, там бедра, крылья, мясо. И мелкий сидел Антоха. Я ему раз так ложку икры там на блин. Он фу-фу-фу, я попробуй, фу. Я сказал, пробуй. Говорю, кусни разок. А он мелкий, ему года 3. Он такой раз куснул такой. Почавкал такой. Угу. Отодвигает этот блин. Берет ложку такой. Банку подвинь. Я говорю, на, братан. И он чук-чук-чук. Раскушал, говорю, вот. Да, конечно, если настоящая икра, хорошо не пересоленная такая, когда прям аж это Не, невозможно. нормально, Кто нормально. свежачок, Еще, он, ну, да, плюс такой. с пенопласта контейнер, сверху в фольге. Я, короче, распаковывать замучился. Вот это. Добраться, что ж там мне. Вот якутский нож он мне прислал. И вот эту банку килограммовую. Ну, я когда на восток ездил, тоже вот машины пригонял с Владивостока, там тоже торгуют икрицей. Вот. Но только та, которую, ну, на продажу берешь, она, конечно, сильно соленая, потому что ее надо долго хранить, они ее немножко Ну, чтобы не пересаливают. А так вот, портилось. да, а говоришь, себе, типа, сам хочу, он говорит, вот отсюда ложит, ну там реально прям, она во рту тает, ее просто хочется есть, действительно, да, да. Есть такое дело. Есть такое. А тоже с Ладненько. востока гнать было, машины тоже стреляли тогда там, что только не Да, было. везде были проблемы. Везде были. Да, было дело. Че, ладненько, побегу. А, кстати, прощенное воскресенье всему чату. Если Прошу что не прощения, так, если кого если чем что не обидел. так. Ради Христа, прошу прощения. Ну и меня, Взаимно. как говорится, вас всех прощаю. Бог простил, я прощаю. Ну, с Богом. Давайте. Всего Согласен. доброго. Мира добра. Счастливо. Мира добра, да.